Всем доброго дня суток! С вами Эльвира из Америки. Порожаптали Тиндандене Эльвира Америкович. Я не лингвист, но все равно у меня так получилось, что в жизни я общаюсь на 3 языках. Мой родной марийский язык, русский язык, и сейчас я разговариваю по-английски, потому что я живу уже 19-й год в Соединенных Штатах Америки. Поэтому сегодня я бы хотела как раз поговорить о взаимодействии языка и культуры. Я родилась и выросла в республике Марий Эл. Потом некоторое время я жила в Чувашской республике. И когда дома с родителями, я разговаривала на своем родном марийском языке. А по-русски я разговаривала в колледже, в университете с друзьями, со всеми, с кем мне приходилось общаться, кто знал русский язык. Сейчас же, естественно, я разговариваю по-английски, потому что я живу в Америке, я уже сказала. И чему это я все говорю? Я говорю к тому, что имея вот этот вот опыт общения на марийском языке, опыт общения на русском языке и опыт общения на английском языке, я пришла к выводу, что на самом деле язык и культура, они не могут жить друг без друга. Очень часто наша мама, которая была учительницей, употребляла при разговоре с нами поговорки и пословицы. Одной из таких пословиц или же поговорок было, что хорошего друга днем с огнем не сыщешь. Сайолташем, кичвалом, тубин, качалотму. Другую поговорку мама моя мне сказала: на чужом подворье утка кажется гусем. Или генган кудвечешь же, лудежат коешь комбагай. Я не буду вам объяснять смысл всех этих пословиц, вы уже знаете. Я к чему все это говорю? Хочу сказать, что эти все пословицы и поговорки, они родились в жизни и настолько вжились в нашу жизнь, что мы при общении употребляем вот эти поговорки и пословицы, которые нам помогают жить. И причем надо сказать, что эти поговорки и пословицы зависят от места. Скажем так, что люди, которые живут в Подмосковье, или же люди, которые живут в Нижнем Новгороде, конечно, культура все равно отличается от местности. И может быть так, что разговаривая даже на одном языке, люди иногда не смогут понять друг друга. Сейчас же я вам расскажу, как я учила английский язык через английские идиомы. И причем эти все случаи были в реальной жизни со мной. Я, мой бывший муж и 2 мои девочки ходили в магазин книг и журналов. А в свое время у нас в городе был такой магазин, где продавали и книги, и журналы, и там можно было сесть, полистать и еще выпить кофе. Магазин назывался Barnes & Noble. Так вот, совершенно случайно я в этом магазине встретила мужчину, американца, и пару слов мы с ним обмолвились, когда он понял, что я разговариваю с акцентом
Он меня спросил: ты откуда? Я сказала: я из России. Тут он со мной начал разговаривать про политику, что я, конечно, не люблю. И, в общем, я ему ответила. И, возможно, ему не понравился мой ответ, потому что он мне сказал: have a nice life. Повернулся и пошел. А я-то поняла так, что в дословном переводе have a nice life это, в принципе, когда have значит иметь, nice это значит хорошая, life это значит жизнь. То есть я поняла дословно, что он мне пожелал хорошую жизнь. На что я ему повернулась и сказала ему: have a nice life to you too. То есть я-то думала, что я-то тоже ему желаю хорошей жизни. На что окружающие очень сильно рассмеялись, но прям, не могли даже остановиться. Там были и мой бывший муж, и все остальные. Оказывается, когда люди говорят have a nice life, это совсем нехорошее. По сути дела, это он меня сказал: иди ты. Вот. А я-то, не знамши, сказала ему: иди ты тоже. Это потом я узнала. Вот такое у меня было знакомство через английскую идиому, изучение английского языка. Хочу сказать, что впоследствии я встречала людей, которые не знали значение этой английской идиомы или же идиому, которую вот употребил этот мужчина. Have a nice life. То есть я поняла, что тоже все зависит от местности. Где-то употребляют и знают это, а где-то нет. Как у нас в русском языке и также в марийском языке. Это выражение можно говорить только при случае, когда вы не желаете общаться больше с этим человеком. То есть вы разрываете всякие отношения, и вы говорите вот этим вот выражением, что все, я рву наше общение. Очень нужно быть осторожным, особенно когда мы разговариваем на чужих нам языках. И следующий случай хочу вам рассказать, что произошло у нас дома. Как-то я сидела дома и слышу в соседней комнате девочки мои, дочери Мария и Серафима друг с другом разговаривают. И вдруг я слышу такое выражение: She has lots of junk in a trunk. That's correct, Jerry? А я так, естественно, опять же поняла дословно в переводе. She, значит, она, has, имеет, lots, значит, очень много, junk, значит, мусор, trunk, значит, в багажнике. Значит, у нее очень много мусора в багажнике машины. Так я поняла. Я тут вклинилась в их разговор и говорю, потому что про кого они говорили, я ее знала. Я говорю: что вы говорите? Я видела ее машину, я видела ее trunk, то есть я видела ее багажник. У нее очень чисто и культурно. Тут мои девочки начинают заливаться хохотом и не могут остановиться. Опять смеялись долго и долго. В конце концов, мне уже надоело. Я говорю: вы чего смеетесь-то? Объясните мне. И тут мне старшая объясняет: мама, ты все неправильно поняла. Тут вообще никто не имеет ни про какую машину, ни про какой-то там багажник, ни про мусор в багажнике. Это говорят про женщину, у которой заднее место очень большое.
Ну вот, не приедь я сюда, в жизни бы никогда не узнала про все эти идиомы. Вот видите, то есть культура и язык очень сильно соединены друг с другом. Безусловно, если вы хотите выучить какой-то язык, будь это марийский, нужно ехать вам в какую-то марийскую деревню и тунемаш тидей мариелмам и тажгушта кушта члан марлакутрат. Если вы хотите говорить, научиться по-русски, естественно, вам нужно приехать в Россию и жить в России среди русских, которые все общаются на русском языке. Потому что в общении все равно будут употребляться вот такие вот пословицы и поговорки. Но, естественно, есть разница между американским английским и английским английским. Помните, все зависит от местности. Вот такие были случаи. Я надеюсь, что вы подчеркнули для себя что-то очень полезное сегодня, просмотрев мое видео. Поэтому, пожалуйста, не забудьте лайкнуть, распространяйте мое видео и подпишитесь на мой канал, если вы еще не подписались. Мой ишанен кодам, таланда келшен иде видео и эшкаланда ужинулда, мунулда иктаж мом сайым. Иктаж молан тунемон улада. Тидлан вечен лайком шандаш и дамонды. Возалца мен каналашке, ки возалта нолго. Шара за моен видео. И дача мана иша и кана йодам лайкшим шандаш. Парняда огеш лектен воч. Саем аштамы дена. Я желаю всем всего доброго. Берегите себя и друг друга. С вами была Эльвира из Америки. Чалалан, Тарнем, Чаласаем, Арал Зашкендам, Давашваш. Тиндан Данилиен, Эльвира, Америка. Goodbye.